Слушай, какой митинг, 30 человек, тут так все что-то в рассыпной стоят. Мне кажется, даже полиции больше, чем собравшихся. У кого тут интервью брать, все такие же, как я, мимо шли. О. Что-то уважаемые граждане в соответствии с федеральным законом, говорят, и все, замолчала громко говорить. И кого они вот разгонять хотят? Мне кажется, тут по вечерам народа больше вообще, чем сейчас собралось. Слушай, Руслан, я с тобой, возможно, немного согласен. И они кого-то разгонять еще хотят. Тут даже, блин, я говорю, тут в выходной день вечером народу больше. Вот, что-то посвободнее стало, все расходятся, что ли. Улица Строителя, 11А. Телефон 380668. Что? Что? Феликс, как дела? Феликс? Я, да. Нормально. Как дела? Мы Нормально? знакомы? Нет. Нет. Познакомимся? Может. Странный дядя.
Прайс. Просыпайся от зимней спячки. В М-видео скидки. Вешник, слушай, вполне вероятно. Плюс горячий. Не знаю, на нем не написано. Подробности на М-видео. Познакомиться, говорит, он меня знает. Он притворяется просто. 2021 вошел в чат. Я просто думал, он представится. Говори по душам. Скидки до 50% в Литуале. Подробности у консультантов в магазинах и на лету.ру. Яркие, оригинальные, узнаваемые. Они с нами каждый день. Каток работает, да. Российской фабрики «Новая заря». Парфюмерия, косметика, радующая вас больше 150 лет. Более 500 наименований парфюмерии и косметики из европейского сырья. Магазин парфюмерии «Новая заря». ТРК Огарев Плаза, 3-й этаж. «Новая заря». Ты не потратишь деньги зря. Мультибрендовый магазин модной одежды «Мисс Винчи». Женская одежда от ведущих производителей Европы. Размеры от 42 до 60. ТРК Огарев Плаза, 2-й этаж. «Мисс Винчи». Твой стиль, твоя индивидуальность. В самом центре города сосредоточие стиля и красоты. Студия Даша Климаева, да. Они сейчас только прям минут 5 назад в РУ проорали, что-то расходите, говорит. Народу-то нет нифига, блин. Кому расходиться? Даже не представляю. Медиахолдинг «Свежий ветер». Это 9 популярных радиостанций в Саранске. Это более 300 тысяч радиослушателей. Это более 200 благодарных клиентов. Это максимальное покрытие любой целевой аудитории. Позвоните нам, и наши радиослушатели станут вашими покупателями. Медиахолдинг «Свежий ветер». Телефон 47 90 12. Имеются приятные бонусы для ведения бизнеса. Работает слесарный цех. Ремонт как отечественных, так и иномарок. Работает Зачем на советскую идти, если типа, ну все здесь что-то гуляют, там вообще будет народу еще меньше. Там нет ничего. Посетители торгового центра, при посещении магазинов соблюдайте, пожалуйста, безопасную дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Берегите себя. Горячее предложение. Объекты офисного, промышленного и складского назначения по привлекательной цене от 100 рублей за квадратный метр. Успей быть первым. Воспользуйся выгодным предложением. Руслан, что каждый стоит такой в ожидании чуда, а чуда не происходит. Внимание! Курение на территории торгового центра запрещено. Случаи курения фиксируются на видео и отправляются в отдел полиции номер 1 УМФД. Поняли, да? Случай курения фиксируется на видео. Его П1 вас отправляют. Законом номер 15 от 23 февраля 2015 года нарушение установленного запрета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы рюкзака, и маму, и снег. Машину соседку, что остановилась у зебры разметки. И руководитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход. Реклама в Огарев Плаза. Производство и размещение. Наружная и внутренняя реклама. Радио Огарев Плаза. Вещание в эфире ежедневно с 10 до 22 часов. Торгово-развлекательный комплекс Огарев Плаза. Каждый день сюда приходят тысячи покупателей. И наша реклама – это новый эффективный способ заявить о вашем бизнесе. Реклама в Огарев Плаза. 319 319. 319 319.
Уважаемые покупатели, не забывайте кассовые чеки при покупках в магазинах торгового центра. Требуйте у продавца ваш чек, если он не был выдан. Невыдача кассового чека может осложнить процесс возврата желанной покупки, если вдруг товар оказался бракованным или ненадлежащего качества. Ваш чек – это ваша гарантия. Если покупка была совершена, но продавец так и не предоставил вам кассовый чек, вы можете сообщить об этом в администрацию торгового центра по телефону 319 319 319 319. Вы планируете что-то продать и не приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Подобие продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет. Все говорят, что ставят газ лишь на автомобили ВАЗ. Люман С с этим ты поспорил. Ставим газ хоть на Range Rover. Автосервис Люман С. Установка и ремонт газового оборудования на любых авто, даже самых дорогих и престижных. Цена установки от 17 тысяч рублей. Телефон 380668. Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле, страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах. Если вам позвонит сотрудник банка и сообщит, что ваша карта заблокирована, сообщить данные платежные средства, знаете, это мошенник. Ни один сотрудник банка не может уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны. ЭТшник пошел. Который ко мне сейчас подходил минут 5 назад. Права граждан разъясняют, кого насколько могут арестовать. Шугаринг, ваксинг, аппаратное удаление волос, СШ, сахар-воск. С нами все будет гладко. ТРК Огарев Плаза, 3-й этаж. Сахар-воск.
будет разойти. Бля, на меня тут капает. Какой-то полковник аж стоит. Так. Люди кучкуются и полиция вокруг них. Почему я провокатор? Видел на камеру. Я говорю, предъявите сами доказательства, не могут показать. Вы говорите, я говорю, Мы находимся здесь в соответствии с 31 статьей Конституции. Я вот это. ходите. Возьмите Конституцию, ходите. В соответствии с Расскажите всем, статью. что люди могут собираться мирно, выражать свое мнение, проводить митинги, шествия мирно, без оружия. Ну так ходите, гулять. гулять. А кто? Вы что? Мы собрались. И я с вами пришел. Я говорю, пойдемте погуляем. Отлично. Да, памятник и обратно. Что могу? 31 статья. 31 статья, гуляйте. Ну а вы что? Снимает общий морков. Ну что я рассказывал? Скажите, за что рассказывал? Ну покажите, ну кто тут? Вот вы записываете. Я слышал, что вы. Вы если что-то слышите, уши мойте, пожалуйста, да? Давайте не будем переходить на личность. А потому что не нужно. Что? Потому Вы что не какое имеете право Я подойти имею ко право. мне и спросить? Я любое право имею, у кого любой человек имеет право. Ко мне абсолютно. Да. А что вы Какая 35 статья? Я понятия не имею. Вот он имеет право вам задать любой Почему? вопрос. Почему? А кто вы такой? Вы сами? Вот? Да. Ну вот и все. А в чем проблема? Так вы ответьте мне на следующий Я понятия Он не не имею. знает. Я не знаю. А почему? вы скажите, а что вы тоже почему? не знаете. Потому что вы стоите, мужчина, спрятали свое лицо.
Я не прячу маску. Зачем? Я не болел. А потому вы в общественном месте. Вы оденьте маску. Я уже переболел. У нас ковид. Это никого не волнует. Я не прячу вообще. Какой 1,5 метра? А что вы прячете себя? Почему Метраж. он не может задать вам А вопрос? вы не провоцируете. Я? Провокатор. Он не имеет права задать вам Да. вопрос. Вы А вы провокатор. великий князь? Господин великий князь? Являетесь провокатором. Скажите мне. На каком основании так заявляете? Просто со стороны посмотрел, вы настоящий провокатор. На каком основании вы так вот говорите? Такие дела заявляете? Градский, так бы сказали. Потому что вы Вот и все. не являетесь. Ну вы же мне телефон показали. Ну, а я могу тоже сказать, что вы являетесь хоть кем. Могу сказать там, не знаю, гомосексуалистом или кем-то. Я же так не говорю. Вы сотрудник Не говорите. Ну, я так не говорю. Да? А я же Говорите. могу же так сказать, Конечно. могу так подумать, правильно? Ну, должны быть какие-то основания, чтобы я так заявил. Или доказательства. А это просто голословное обвинение. Зачем вы меня обзываете? Мне очень неприятно. Вот ваш товарищ, он опять без маски Я его не стоит. знаю. Как и я у вас. Первый раз вижу его. Он без маски нарушает рекомендации по ковиду. Господин Тараки. Собираться без оружия и общаться. Конечно. А что, нет? Да, никто не боится. Никто не боится. Почему нет рассказывать? Ребят, вы кто? Нет. Кто-то Ну в чем? Ну в чем? Чего вы учите? Закон. Что Чего моя провокация? Статью. Какой? Да, я здесь нахожусь в соответствии с 31 статьей Конституции. И все. Я имею в виду... Да мне все равно, мне не интересно. Вот. В чем дело? Незнание закона не освобождает. Нашли. А какой ответ? Показали Крашенова. Я нахожусь в Мужика, которому за 30 лет особо опасный юрист его нашел. Человек, который докопался, он с военной разведки. И он показал всей молодежи, кто его наняли, кто он такой и что он там орал. Он жопу показывал. Это мужчина, который показывал Я сами знаю. около памятника казакам. Вот вы считаете, что это нормально? А ему заплатило государство с моих налогов. Это безобразие. Это Краснодарский край. Это моя Россия. Моя Россия, в которой я живу. Я же вам рассказываю, что бардака не нужно устраивать, не нужно провоцировать никого. А молодежь должна просто брать. Кому рассказывать? Я всем рассказываю, и вам тоже лично. А вы сказали, что я вообще... То есть вот этот человек, где он был, я не знаю его лично, что он не имеет права задать ему вопросы. Вы живете на те же налоги, которые плачу я индивидуальный предприниматель. Не может быть. Я вас не знаю. Вы меня не знаете? Похлопаем человека! Живущего на мои налоги! А почему считаете, что я живу на вашем налоге? Ну нет, я утрирую. Я говорю, что налоги все платят абсолютно. А вы говорите, что вам люди не могут задавать вопросы. Я вам Ну задал вы так вопрос. сказали. Я вам задал вопрос. Да, почему? Так, какая статья 34? Ну я не знаю статью Конституции. Я хочу жить я в своем, вам задал в своем вопрос. городе. Подождите, вы задали вопрос, на который я вам не отвечу. Я не знаю статью Конституции. Секундочку. Да. Вы молчите, пожалуйста. Вот Молчу. я у вас документы спрашиваю. Нет. Я у вас Конституцию спрашиваю. Спрашиваю только сейчас. Это и в ответ на ваш. Вы у меня спросили документы. Вы сотрудник полиции, что ли? Нет. Ну а тогда в чем дело? Нет, вы сказали, что до этого, почему я спросил вас документы? Я вас провоцировал. Почему? Потому что вы человеку сказали, что ты не имеешь права задавать мне вопросы. Вы что, господин? А я вам сказал, вы господин и великий князь, что вам не имеют права задавать вопросы Задайте граждане. вопрос. Вы что? Серег, Ну вот нет, он ушел, я не знаю, где он. Вы ротик закройте вот эти масочки, пожалуйста. Это дышите. И носик тоже, пожалуйста, закройте. У нас пандемия вообще. Ух ты. Вообще-то 15 тысяч привезли этих. А вы, молодой человек, давно бы закрыли. Почему я должен? Потому что у нас есть закон, который говорит, что... Чей закон? Закон кого? Российской Федерации. Указ президента. Во-первых, это был... Указ президента. Смотрите. Закройте, ротик, пожалуйста. И вы можно? Тут, как говорится, ну, Давайте 1,5 метра. Освободите, Подальше, я хочу общаться без маски. Маленько, отойдите. Да, чтобы понимание было, что я не прячусь. Не прячусь? 2 метра есть? Общаемся? Нормально, как мужчина с мужчиной. Вот в этом году я был в Сочи. Человек взял и на гидроскутере поехал, где сейчас дача Путина. Вот. Ему навстречу выдвинулся кто? Катер, с крупнокалиберным пулеметом. Вот вопрос, почему за налоги 4-моторный катер с крупнокалиберным пулеметом и сидящие там люди, сотрудники ФСО, задайте вопрос, да? да, сотрудники ФСО, почему выехали на перехват мужика, который отдыхает просто отдыхает и взял на прокат скутер, правильно? И поехал в 300-400 метрах от берега. Вопрос,
Почему мужика задержали 2 таких катера, отобрали у него, составили на него протокол? За что? Что он, оказывается, что он заехал за, как вы сказали, за господину великому князю, представляете? Да? Ну, то есть, за то, что он просто прокатился на скутере, на водном, он отдал за него там 1500 рублей и просто покатался. Его задержали. Вот за что? Не было, а за что? Мы оценили. Потому что старые импотенты, держащие власть и делящие ее. Отвратительные привычки плеваться. Я просто прошу прощения, я не курю, но... Просто отвратительно. Я прям даже неудобно, противно с вами рядом стоять. Ну все, давайте молодые люди. Я просто эмоционально разговариваю. Прямо. Я эмоционально разговариваю. Хорошо, что вы попали на свои чистые ботинки. Я всегда хожу в чистых ботинках. Езжу на чистой машине. Я не терплю грязь Не вообще. блюйтесь перед людьми. Все, прошу прощения. Стоите. Вы мне прощаете? Да. То, что я плюнул. Я его не прощаю. Короче, смотрите, вот она и власть наша. Вот все, вот здесь меня просили, а человек, который получает налоги, вот согласно на всех, он меня не простил. Потому что он не может просто в своей голове переключить, что он работает на воров. Вот и все. Вы сейчас оскорбили меня, что я работаю на воров. Это констатация факта, да? Вот девушка даже говорит. Я вот плачу налоги, на которые вы должны Вы жить. платите вот столько налогов, а они платят гораздо больше. Так мы заплатили за это, чтобы плевать. Не плюнь. Вы меня простили, правильно? Да. Человек поднимает опять же ту же тему, что опять же напрягает, что я плюну. Ну что? Сначала научиться Кто сладко живет, Только смотрите, никто кто не сладко надо живет, кричать. и трусы не выходят, боятся, Да. нам нечего бояться. Секундочку, но мне тоже бояться нечего. Женщина, я вот рядом стою, 2 метра. Я вышел сюда. всё Нам не нечего знаю. терять. Я прошу прощения, я пойду Нам напишу нечего протокол, терять. меня там заставляют... Хотите сбежать, что ли? Я? Мужчина мужчине. 5 минут я забираю свои документы, сейчас мне составляют протокол, и У я нас ни прихожу. золотых, ни бриллиантов Как вас нет. зовут? Меня С собой ничего не Фёдор возьмешь. Иванович. Вот Федор Иванович, видите. меня зовут Алексей Викторович. Алексей Викторович. Сонин, твоя фамилия. Сонин, да. Иванов? Федор Иван Иванович. Иванов. Всё? Но у меня нет соперника, который плюется. Кто-то хочет еще выйти, то плюйтесь, пожалуйста. Плевать нельзя, детей можно бить. Хороших можно бить. Плеваться нельзя, нам ничего нельзя. Как лево, как направо расстрел. Мог дождаться, он сказал, я 3 минуты. Конечно, давайте дождем. Он ушел, его сейчас капнут и все. И его товарищ вот он за ним пошел. Разговаривать нельзя, ходить нельзя. Ничего нельзя, только и можно. Надо всем подниматься, надо всем. Кто бояться, нам нечего терять. В холоде живем, ничего нет, ни золота, ни бриллиантов. У нас ничего, с собой ничего не возьмешь, не вообще, мы голый народ. Нищий народ. Говорят, могли люди совсем. Покажи себя сам. Господи, попускай я Господи, не даже их не оплачивают, все. Все несправедливость, я оплачиваю каждый раз, смотрю. Справедливости нет, это вообще кошмар. Это за власть, вот это никак и не выдают. Что делают, да? Людей убивают, детей бьют. Вот потом. Ну, будьте здоровы, с мамой. А потом тебя неправда, Бог все видит.
Уберите нас, Господи, Спаситель, Боже мой. Накажи. Накажи, Господи, накажи их, убери нас. Я плачу, я ноги трясутся каждый раз. Я смотрю вот это тик-токи, потому что творят вообще не знаю. Путину накормить с помойки. Пускай попробует, какая еда. Чего вы все снимаете? Пускай мама попробует, их дети вкусные или нет. Одна женщина выступает без... Наши дети тоже хотят есть. Просят. Ой, как уж вкусненько. Вон купил мне эту конфетку. Хватит снимать, Что? Просто мероприятие освещаем. Мероприятие освещаем. Я не конкретно вас снимаю или кого-то еще. Ты бы кто-то что-то сказал. Я мимо шел вообще. Не надо мимо. На аквадискотеку. Ой, караул, вот караул. У нас не видео, а прямая трансляция. А? Прямая трансляция, а не видео. Так, что-то вон все туда уходят куда-то. Я вот сниму специально, сниму, как бы я проработал 40 лет. Ушла на пенсию 5000. 40 лет работала. Своим торгом. Я врезался на мотоцикле, труп лежал. Да, мой труп. У меня осталось дыхание. Знаете, чем труп отрывается? Не знаю, он не дышит. У него сердце останавливается. От удара у меня остановилось там дыхание. Там проходил мой друг и сорвал с меня визор. Дышать начал через 1,5 минуты. Так что смертью даже пугать меня не надо. Если в случае чего-то. Если вы хотите, книжку по ОРМ читали, если вы хотите меня напугать там смертью, без толку. По оперативным мероприятиям по ОРМ. Я? Нет, я просто беру и читаю. Я читаю книги, я не смотрю интернет. Для меня, вот честно скажу всем, Навальный, я не за него пришел. Я пришел, знаете почему сюда? Потому что я вот сейчас был в спорткомплексе Мордовия. Дайте я договорю, пожалуйста. Я был сейчас в спорткомплексе Мордовия и плавал. Там плавали на каждой дорожке, даже не все дорожки были заняты. А я хочу, чтобы, например, у Ходорковского не была самая большая пятипалубная яхта, от которой в Европе люди просто охреневают. Он когда заплывает туда, то есть выходит из берегов речки. А чтобы дети самых неблагополучных семей могли себе позволить пойти в спорткомплекс Мордовия, дворец водных видов спорта, чтобы отремонтировать эту арену. А не чтобы наконец-то вот эти конченые ушлепки баловались там и хвастались длиной своей письки. Вот я этого хочу. Источники не собирали. Да, и никто, чтобы вы, получая налоги, не били никого. И в Краснодарском крае, чтобы у шлепок с зелеными волосами не лазил на памятник, получается, казакам. И чтобы те же люди, которые наняли, дали ему пинка, потому что он не мужчина. И прошу прощения за то, что я плюнул. Это самое важное из всего, что Я прошу Федора Ивановича, у Иванова, прошу прощения, что я плюнул где-то в 1,5 метрах от него. Я свое лицо не прячу. Я бы вам рекомендовал прятать. Рекомендовали? А потому что у вас методы такие. 99, А у вас методы такие, запугивания. А я не боюсь. Секундочку. Вы сейчас мне сказали, что я вас запугивал? Нет, вы говорите, я бы вам рекомендовал. Вы говорили 5 минут на публику. Я даже готов сказать, да? Говорите, Да. вы же Вот мужчина. смотрите. Вы сказали при всех, что я вас запугивал. Приведите хоть одну фразу, которая... Вы мне рекомендовали надеть... Секундочку. Да. Еще раз. На публику для всех скажите, что вас я запугивал. Я запугивал. Секундочку. Вот все пишете? Да. Вот ребята все пишут. Тоже Нет, сотрудники. от МВД. Вы сказали, что я был с плакатом Навального. Вы всем наврали. Я? Значит, вот женщина. Вот женщина. Вот представьте, женщина, как вас зовут? Как вас зовут? А что? Секундочку. Вот она не хочет представляться. Вам не хочу представляться. Вот скажите людям, вы сказали при всех, что я был... Да. Прямая трансляция. Я говорю. А что? Не хотим.
Вы еще раз не поддавайтесь. Давайте, парни, поддержим, сними маску, кто сознательный. Сознательный, снимите маску, пожалуйста. Они все равно придут, так что без разницы. Вы просто врать не перестанете. Кто болеет, Будьте нормально. Кто болеет, не снимайте, да. Вопрос еще. Люди здравомыслящие, правильно, кто болеет, не даст никого здоровья, правильно? Вы сейчас 2 раза наврали всей публике. И, конечно, я вам могу доказать. При всех причем. А вы не можете. Потому что врать знаете просто. Потому что вы при исполнении Телефон у меня есть. У меня есть сотовый телефон. У меня есть ключи. Вот у меня есть еще одни ключи. Вы меня сейчас еще раз сказали, что я намерен плакатом, да, и угрожал. Да не трогайте вы его, оставьте. Оставьте. Ну не хочешь представляться, не нужно. Зачем? Зачем вам это нужно? Не надо. Вы что, к нему придете домой и скажете, вот Иван Иванович, ой, как Федор Иванович? Иванов. Вам уже без разницы. Да, ну вы же не представились, Федор Иванович, это Иван Иванович. Людям показать, за что вас привлекли. Смотрите, за что меня привлекли? За разворот. За разворот на пешеходном переходе. Я сейчас пойду, за 250 рублей оплачу. Я мужчина. Мне сказали, я поступил неправильно, пешеходный переход не нанесен, я на нем развернулся. Я оплачу сейчас, пойду и оплачу завтра. Я вам скажу как педагог, да? Вы еще и Я педагог, учитель Господи Боже, истории. кому вы преподаете? Я скажу, первое, вы в номере сказали, что я вам угрожал, хотя я вам не угрожал. Нарушили правила дорожного движения. И вы говорите, что вы очень хороший человек. Я такой сказал. Кто не слышал, что я сказал? Я хороший человек. Давайте его казним. Давайте казним прилюдно. Что такое Топор! хороший Стрелять. Кто будет казнить? Топор несите. Надо Путина, Гитлера надо казнить. Да подождите, меня хотите, меня. Несите топорище. Тихо, не кричите, меня казнить будут. Да дайте мне сказать, что меня казнить будут. Человек за Путина вышел. Да, топорище несите. Что будете говорить? Вы будете казнить? Ребят, вы будете меня казнить? За то, что я плюнул? Нет? А вот мне человек сейчас предъявил, что я как будто ему сказал, что он мне угрожает, да? Ну хорош, это ни о чем. Да, ни о чем. Перестаньте, Да, это не тему будем. какую-то, Ни о чем. Давайте просто Ну подожди. учитель истории. Просто будем уважать этого человека. Если он историю преподает детям и рассказывает все Телевизор что правильно. показывает? Фиски показывает. Не кричите, пожалуйста. Человек плюнул, а там что показывает? Да. И миллиард получают за это. Безобразие. Сиськи миллион получают. Я, кстати, Это тоже все возмущен. можно. Ну Это да, где вы видели? какой член кому нужен размер? Давайте, подождите, можно зайдем немножко. Давайте А это плюнул, истинную всё. историю. Казнить? В одну ширинку. Вот так делаем. Если вы фильмы видели, смотрите, как Нет, вот, помните? А он там, нет, что видите? Когда он сделал Своим трудом. видите, я нарисовал черту, а Ви был круг. И там ходили и говорили, что там говорили? Открой свои глаза. В смысле, что нас снимают? Тут все снимают. Ну все снимают. Не, ну ты... Вы кивнули просто на меня конкретно почему-то. Я говорю, все снимают. Но к вам, наверное, не приходят, да? Ко мне? Вы меня не знаете, поэтому не знаете, наверное, кто ко мне приходит. Погуляем. Пойдемте, молодец, собрались. Все хотят Пойдемте погулять. погуляем тогда. Люди боятся. А что я хотел, глубинный смысл какой до вас донести? Чтобы наконец ваше поколение вышло из этих долбанных соцсетей, чтобы вы учились, читали книги, были развитыми людьми, чтобы вы не орали, вы не матерились, а ходили, занимались спортом. Никто из вас, чтобы не употреблял никогда наркотики, не пил в этих магазинах дешевых, как раз белое, там еще что-то. Вообще не пили алкоголь. Чтобы вы были здравомыслящими людьми. Зарплаты были нормальные. Зачем шайбу построили? Зачем на что построить люди? Хотя презерватив сами вы сделали, чтобы люди не ходили. Девушки одно свое. Вы угрожаете за этих детей, а мы как есть Это все надо не здесь регулировать. Здесь вообще не то. Для презервативов? Нет, мы пойдем. Пойдем. Пойдемте, что?
что Федор Иванович ушел. Перестал. Обратно? Федор Иванович, обратно. Гуляйте, молодежь. Давайте, удачи вам всем. Занимайтесь спортом. Не пейте, носите маски. Носите маски. Всем до свидания. Ему большой за своими. Я что-то это с утра пусть, думаю, в час я успею подойти. Куда все пошли, не знаете? Типа по домам все? Понятно. Говорят, все по домам. Сколько народу? Ну так, навскидку. Ну, человек 150-200 максимум. В прошлый раз больше было. Николай Широков нет, они будущее не изменили, но они хотя бы вышли. Куда все идут, не знаете? Не на Советское? Или по домам? Не объявляли. Не объявляли? Наша дамочка.
Воды нет у меня, я на печке живу, воды нет, дверей нет у нас. Стены эти одеялами забили. У меня мужа нет, лишь никого не дали. Мама твоя, мать уже работала 40 лет, а я сюда вниз. Значит, моя мама, на 50 тысяч. Главное, хоть бы родная не будет не нужно. Он тебе заводил, заму нет не более. И главное, дома, Какого мужика? Тут все мужики на камеру снимают. Может, для газет каких-нибудь. Ну блин, тут так грустно, знают, уже как все сказать, улицы показывать. рядом с вами веселее. Веселее. Веселье потом кто-то в тюрьму посажает, а кто-то, блядь, этим наслаждается. Спасибо там потом. Не, ну вы же пришли на публичное мероприятие, тут кто угодно, я говорю, вы же пришли на публичное мероприятие, тут кто угодно может достать и снимать. Я? Да. Ну, потому что я говорю, все грустно, а вы самые... Ну, видите, там тебя повесили в журнале, кто повесили дома. Вы самые веселые. Надо плакать, а не веселиться, это весело здесь. Вот на дискотеку полежит, буду танцевать, да, снимать, потанцуем. Вот на дискотека. Невесту вы сними, будь веселей, как ночью спит она. Меня? Да. Роман. Роман, ресторан известный? Можно сказать, что да. Снимать и можем. Я с Рузаев. Нет, я с Рузаев. Сам. Вон, видите, люди в черном стоят, снимают. Вот они с полиции там. Они снимают, чтобы вас там потом что-то. Ну завтра не с полиции меня ловит на 15 лет. А я скорее, как сказать, просто общественной деятельностью занимаюсь. Да. Сочувствующий кому? Навальному? Я сочувствующий. Нет? Ну блин, как сказать. Я против Вау. Ну я против. Да я тоже не к Навальному пришел. Заводы. Как бы сам Бог с ним, я как бы не против него. А у нас больше было никого. Я впургала. Я фургал там, я понимаю. Впургала, я запургала. Мы вообще просто прямую трансляцию снимаем от ВК-группы. Да и потом меня все это будут знать, да? Вас уже все знают. Ну дай меня посадят, приеду, да? Да кому вы нужны, бросьте вы. Подслушан Саранск. Ну приедут и скажут, что ты там кричала одна. Ну блин, ну, не бойтесь. Полиция. Ко мне с обысками приходили, ничего страшного. Ну ко мне тоже придут, пускай. Я в Сарае живу, мне нечего бояться. Они подклад сделают каким-то охотником, нет? Или какому цвету? Ой, да кому вы нужны, бросьте вы. Печатные, ну вы ж кино смотрите. Пускай посмотрят, как мы в Сарае живем с мамой. На печке спим, дровами топим, пускай. Пускай придут, и они будут вот таких условиях пускай. Ну надо же осветить мероприятие. В прошлый раз, в прошлую субботу. Врачей снимают, напьются, убивают, в тюрьму сажают на 15 лет. А это снимать хорошо. Я про газеты и Мордовский канал конкретно. Снимать, ну а хули, конечно, снимай. А кто-то бы это голову пробивают.
умирают, конечно. Хорошо, да, снимать? Ты что ты меня снимаешь опять? Больше не Вот было. чем сними. Больше нет. У подружки этот письку. А ты где работаешь там? Снимаешь меня. Я тебе не владелец. звезда. Я в логистике в банке. В логистике, да? Фуру туда снимают. Да. Вагон туда, вагон туда. Я тебе не звезда, ведь. Вы уже звезда. Ну, конечно. Да. Таких звезд не нужны. Ну, я не думаю, что это видео таким же просматриваемым будет, но с прошлой субботы 120 тысяч просмотров. Жалеешь нас? Что ты нас будешь? И это прямая трансляция, вы не поняли, наверное. Ну потом тебя... Мне покажешь по телевизору, что ли? Не. Хотя не знаю, может и покажу. Я еще этот с акцентом, я не могу правильно, грамотно говорить. Да и опять если снимает меня. Да иди на это, вон туда иди. И снимай. Блин, прогоняют. Да и снимай, а что нас снимать-то? Ну что снимают? Да. У нас ничего нет. Вы самые интересные здесь. Персонажи. Вот на этом шествии. Потом ремикс не под музычку. Слушай, да, она так и думает, что Следственный комитет сюда пришел и не снимает. Хотя для этого есть там рядовые полицейские, оперативные работники. Полиция дежурит уже тут. Ребята, одумайтесь и вернитесь домой. Марина, слушайте, тут ведь просто прогулка какая-то. Все гуляют. Я не знаю.
Папа оставит. Нет, я здесь останусь. Привет, мама. Нет, сегодня не будет концерт, как в прошлый раз. Ну вообще на концерт надо приходить с гитарой со своей. Слушай, надо было гитару взять. Конечно, не выглядит. Блин. Дела Чает перестройку, строитель коммунизма обожает коммунизм. Сотрудник КГБ одобряет КГБ. Любая правильная пуля любит свой пулемет. Партия, ум, честь и совесть эпохи. Здорово и вечно. 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 В чугунных городах царит бетонная свобода. В отважных головах распоряжаются плакаты. Инерция заведует послушными телами. А нас нет, нас нет, нас нет, нас нет. Партия, ум, честь и совесть эпохи. Здорово
и вечно. Здорово и вечно. Здорово и вечно. Здорово и вечно. Щедро громыхнули государственные гимны. Тихо догорели нелитованные книжки. Грянули над миром триумфальные салюты. Щелкнула под ногтем уничтоженная вошь. Партия, ум, честь и совесть эпохи. Здорово и вечно. Здорово. Тут все в масках. Здорово и вечно. Здорово и вечно. Обещает быть весна долгой. Ждет отборного зерна пашня. И живем мы на земле доброй. А нас нет, нас нет, нас нет, нас нет. Партия, ум, честь и совесть эпохи. Здорово и вечно. Здорово и вечно. Здорово и вечно. Здорово и вечно. Липовый мед, а перестройка все идет, идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану, все идет по плану. А моя судьба захотела на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда, как этот трогательный серп и молот и звезда, лихой фонарь ожидания мотается, и все идет по плану, все идет по плану. А моей женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь, всенародной свободой растерзали ей плоть. Так закопайте ж ее во Христе, и все идет по плану, все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо. А все другие враги, такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Там товарищ Киллер всем, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. При коммунизме все будет заебись, он наступит скоро, надо только ждать. Там все будет бесплатно, там все будет кайф, там, наверное, вообще не надо будет умирать и предавать отца и сына, чтобы выжить самому. Там, наверное, вообще не будет ФСБ. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. А все идет по плану. А все идет по плану. А все идет по плану.
плану. А он пошел греться. Давай дальше. Дай ты сыграть. Давай дальше. Я ничего не помню, что наизусть. Давай, Че Гевара. Давай, Че Гевара. Давай перемен. Давай перемен. Перемен давай. Наизусть помнишь хотя? Давай ты, Маша, играй. Может, поем, поможет. Подбросили в что-нибудь. Это не надо. Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым. Десятки календаря выпущен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших сердцах и в пульсации вверх. Перемен, мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день, и коробка спичек пуста. На кухне синим цветком догорает газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Мы не можем похвастаться мудростью миру. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Так, а людей поприбавилось?
ключи, выше ведь переплечем. Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума. Блин, что за праздник? Ты смотрел название? Саранск как бы дискотека. Всемирное государство, всемирное государство, всемирное государство, всемирное государство. Нет, кто-то вывел из строя механизм пилы. Прохожие видели в юноше по описанию смутно похожего то ли на Эрмена, то ли на Лешу Карамазова. Фоторобот его получит Интерпол, его объявят террористом, интержурналист. Ему не спрятаться и на краю земли. Он нарушил священный покой и волю всемирного государства, всемирного государства, всемирного государства, всемирного государства. Оно станет тебе лучшим наркотиком. Оно станет тебе кормящей матерью, смирительной рубашкой и градом камней для паршивых овец и сумасшедших
А что ты можешь сказать? Следующее воскресенье на том же месте. Всех ждем. Все ясно, понятно.
Ну и все. Вот и кончился. Че это такое было, я не знаю. Как бы дискотека, наверное. Все, всем пока.